клуби марказии варзиши артиш қисмати дуюми чемпионати тоҷикистон оид ба футболро бо сармураббии нав оғоз мекунад ва иншоалло мо дар барномаи футболи тоҷик бо сармураббии нави клуби марказии варзиши артиш Отабек ғуломхоҷаев суҳбат хоҳем кард. Хуш келабсиз. Добро пожаловать. Спасибо. Швахт болим на узбекском как бы. Ташаккур. Ну, мы будем говорить на русском, да? Хорошо. Расскажите, как на вас вышли? На меня вышел руководитель футбольного клуба ЦСКА Душанбе Хабир Давлатов. Он позвонил, объяснил ситуацию на тот момент, что в клубе, то есть у них, я как наблюдаю таджикскую лигу, то, что у них последние игры результаты были неудовлетворительными. Он позвонил, объяснил ситуацию и пригласил на матч, то есть это первый тур второго круга, игра с Хосолотом. Вот, на тот матч посмотреть, ознакомиться с инфраструктурой клуба, с командой, а потом уже все остальные вопросы прямо здесь на месте обсудить. Он меня пригласил. Это матч, который ЦСКА проиграл, да? Это матч, который, да, ЦСКА проиграла 2-3. со счетом 2-3, да. Это уже был как бы второй матч с ними, то есть начало второго круга. Вот, и как бы я приехал в Душанбе, был на этом матче. Вот. До этого он как бы ознакомил с инфраструктурой клуба. Вот. Ознакомились мы с футболистами, с командой. Вот. И после этого матча мы как бы договорились, решили то, что до конца этого сезона он доверил как бы мне возглавить клуб. Вот. И мы с ним пришли к одному единому. Вы вот сразу согласились или подумали, что... Ну, я-то в этот момент уже здесь был. Он как бы, чтоб я сразу... Я имею в виду, что когда Хабир Давлатов позвонил. Но он, когда мне позвонил, чтобы мне тоже сразу не согласиться, он мне предложил сначала прийти, посмотреть, то есть инфраструктуру. Воочию увидеть, да? Да, все, увидеть, посмотреть наглядно матч. Вот. И после этого мы как бы пришли с ним на одно единое, то, что он предложил возглавить клуб, доверился мне. И так и вот и все случилось. То есть я как бы принял команду. Вы первый раз у нас в Таджикистане или... Нет, в Таджикистане я не в первый раз. В 2018 году у вас проводился турнир КАФА среди молодежных сбор. Да. Вот. Вы тогда возглавили, да? Да, я там, да, я возглавлял Ю-19 сборную Узбекистана, был главным тренером. Вот тогда я был как бы, можно сказать, тоже второй раз. То есть первый раз я был, мне было, наверное, 10 лет, это в 92 году. Я как бы был здесь в гостях. А после этого вот в 2018 году уже как бы осознанно все, ничего не вспомнил, но вспомнил то, что не так было красиво в Душанбе, а вот 2018 год это супер. А сейчас 26-й год, за вот эти 8 лет. Вообще вау, да? Вау, супер, да. Мне понравилась столица. Вы гости в кому? У вас есть родственники здесь? Ну, у меня моя старшая сестра. Она в 88 году вышла замуж сюда за как бы таджика. Вот. После этого как бы мой, по-вашему, у нас Поча, у вас Язна. Да. Мой Язна, старший Язна, он с Турсунзады. Он работал здесь, в Душанбе. Значит, вы свой. Можно сказать, свой, да. Только по-таджикскому еще не разговаривал. Да, ничего. Почему до конца сезона? Вот контракт такой у вас? Ну, у меня, да, контракт как бы до конца сезона, в том, что сейчас у нас просто наши цели, задачи, в первую очередь, то есть мы постепенно вот с дубля рассматриваем молодежь, и наша вообще первая задача достойно выступить в лиге Таджикистана, вот. А второе то, что уже как бы ввести новую кровь, постепенно, поэтапно привлекать молодежь к основному составу, да, наигрывать их постепенно, чтобы на следующий год в основной костяк была в основном молодежь, и эта молодежь поэтапному мы передавали в сборные, молодежную сборную, олимпийскую, в национальную, то есть
клубная задача, наша задача, чтобы больше качественных футболистов, воспитывая, передавать разные возраста в сборную Таджикистана. Вот посмотрите, вот в этот короткий срок вам удастся воплощать все это в жизнь? Вообще? Нет, конечно, это малый срок, мы это все будем поэтапному, но, как говорят, то, что мы на полгода, почему? Потому что сейчас, на данный момент, есть еще та молодежь, которая она является в других клубах. Мы постепенно будем заниматься селекцией. Вот, постепенно будем наблюдать их, вот, и будем привлекать как бы в наш клуб, то есть клуб ЦСКА, вот, чтобы уже на следующий год мы будем как бы обновлять, вот, то есть кровь, то есть более молодое поколение будет в клубе Душанбе, то есть ЦСКА. Адаптацию закончили или еще идет процесс? В каком плане? Пребывание ваше. Не, ну уже почти месяц я уже здесь, поэтому в адаптации сложности нету ни в чем. Погода почти одинаковая, Да. питание одинаковое, можно сказать. Культура Культура почти супер, одинаковая, супер. да. У нас все одинаково, здесь никаких. Просто вот чуть-чуть в Языковые плане барьеры, да, да, немножко? вот языкового барьера. Ну, я бы не сказал бы, у нас вот в тренерском штабе есть очень хорошие специалисты, которые во всем помогают. Есть у меня вот с Узбекистана мой ассистент. У него с легионерами проблемы у нас нету, который разговаривает на английском языке. Тут он владеет английским языком. Тут у нас ассистент Суфиев по ходу Ракя, вот он то же самое с таджикскими футболистами рядом все время. Ну, футбольный язык вы можете... Да, тем более говорят, что футбольный язык это вообще Вот он один. всем Вы мире просто, один. да, вы просто можете показать, и все наглядно, он уже поймет наши требования. В этом никаких проблем не было. С командой уже вы почти познакомились, да? Не то, что почти, а полностью познакомились. Ну с да, командой? я ознакомлен с командой. Ну, я же говорю, я, в принципе, не только ЦСКА Душанбе. То есть с того года ряд таджикских клубов интересовались мною, то есть даже выходили на переговоры. То есть мы с ними общались, но на какой-то стадии переговоры срывались. И я Можно вообще- сказать, какие команды? Или... Ну, давайте, будет это секретом. Ладно, не буду. Пару клубов. Вот. Я просто после этого уже как бы сам заинтересовался, да, и почти 40% игр первого круга я пересмотрел, наблюдал. Вот, и до приезда я уже 50% футболистов, да, уже как бы ихние качества уже, то есть качество именно технико-тактические, а вот как они в психологическом и БТУ, это уже сейчас у нас идет с ними уже вот за счет общения, за счет того, что мы вместе находимся, вместе тренируемся, это уже в процессе дела я уже с ними ознакомливаюсь. Что бы вы хотели поменять? Вы знаете, я бы не к всем футболистам, это именно в молодежи, хотел бы поменять у них чуть-чуть, вот я вот заметил, да, вот, ну, как бы это может некрасиво, и чуть-чуть уверенность, и чтобы они в себе поверили. Вот они вот, у них у некоторых глаза не горят, но есть потенциал, да. Они думают то, что все, вот они есть, вот в клубе, да, вот меня как бы суперлига, то есть высшая лига вызвала, я вот здесь вот игрок, вот у меня все. Хотя они, если бы как бы поверили в себе, начали бы больше бы работать над собой, да, они бы, есть такие таланты, ребята, вот у нас молодежь особенно, они вырастут до очень хорошего уровня, до национальной сборной и могут стать легионерами. Они должны верить в себя. Вот эту веру я должен вот постепенно их внедряю, да, то, что у них получится, потому что они вот даже ошибаются на тренировочном процессе, да, во время игр у них уже идет суета, да, у них вот они голову опускают, то, что до конца не борются. Это касаемо, то есть неопытных, то есть молодежи. А с опытными ребятами у нас как бы все нормально, все отлично и в плане общения, то есть уже мы с ними со всеми как бы
нашли общий язык, да. То есть я всегда открыт к футболистам, к диалогу. Любой футболист может за тренировкой обратиться, я чем могу своему опыту поделиться, помочь любому футболисту. А тем более в плане работы с молодежью у вас есть огромный опыт, да? Когда вы работали с молодежью Да. в сборной Узбекистана. Вот поэтому есть такие моменты, то что именно сейчас более взрослые футболисты, но они уже, как время поджимает, это уже жизнь, это никто это не остановит. Время придет, они уже будут освобождать свое место молодежи, будет переходить в тренерскую деятельность, кто-то в структуре клуба, а вот именно молодежь, они, вот, дай бог, должны дорасти, да, вот, потому что ваши сборные, да, они вот как бы на азиатских аренах, да, на мировых аренах очень-очень неплохо выступают, да. Ну, я думаю, то, что сейчас у нас в клубе, вот то, что у нас в обойме есть молодежь, тоже неплохое, там обойма хорошая, да, но надо с ними работать, это чуть время, но через терпение, через труд, через пот, дай бог, добьемся, Да, то, конечно. что с клуба ЦСКА Душанбе, скажем, будут минимум по 3, по 5 футболистов привлекаться за национальную сборную, за юношескую, за молодежную, олимпийскую сборную. Кто пришел, кто ушел? Я вам могу сказать то, что на данный момент, то есть клуб покинул только один футболист, это Бахтиёр Азимов. То есть мы по обоюдному решению, то есть он подошел ко мне, говорит, тренер говорит, я, конечно, извиняюсь, но я, говорит, в основном в первом круге мало игрового времени получил, да, и, говорит, до вашего визита, говорит, то, что я уже сделал для себя выводы, то, что я уйду, поэтому я говорю... То есть он заранее решил, да? Ну да, меня не было, Да, и да, я, да. кстати, его потенциала еще не знал, не видел, потому что мне нужно было время, а он должен был определиться, либо он уйдет, либо останется. Поэтому мы с ним как бы попрощались, дай бог, что может еще где-нибудь Да. встретимся. Новички у вас? много Новички легионеров? у нас мы взяли, это Саид Мухтора взяли. Да. Да. Ну, Саид Мухтор не новичок, конечно, в Но нашем футболе. он в нашем футболе не новичок, то есть в таджикском футболе. Да. То есть в клубе он, как бы, мы в клуб его вот во второй круг пригласили. За счет легионеров с Узбекистана Азам Алиев, он в узбекской суперлиге больше 200. Это он с вами? Нет, я его пригласил, но после того, то, что как я уже здесь все решил, то есть... А на какой позиции он будет играть? Он играть будет у нас в центральной линии, центральная ось, то есть может и опорного сыграть, может и в роли десятки сыграть под нападающего. Вот, с хорошим опытом, с большим багажом, то есть он здесь как бы нам поможет именно закрепить, усилить среднюю линию. То есть вы знаете то, что в футболе, если у тебя средняя линия ось, Да. она сильна, вот покажи мне Свою полузащиту? середину, да, я Да. скажу, какая у тебя команда. Какая-то Поэтому у нас был команда. акцент усилиться в средней линии. Поэтому Саид Мухтор, вот, Азам и ряд молодежь мы сейчас взяли именно с Дубля. Вот. Они не сейчас, но постепенно тоже будут как бы создавать здоровую конкуренцию именно в клубе. Это и для ихнего роста хорошо, и в тонусе будут стоять наши взрослые ребята. То, что видя, молодежь подпирает, поэтому за свое место будет каждый бороться. У нас никому не гарантирован игра в стартовом составе. То есть, пожалуйста, конкуренция, это и для роста будет хорошо. Можно сказать, что ЦСКА укомплектована уже или Ну да, мы идет все... процесс еще? Нет, у нас мы вот еще легионеров взяли. Маур, вот, он играл в чемпионате Ганы, он играл в чемпионате Иордании, тоже хороший, опытный. Мы взяли Улауа, тоже он не чужой, как бы сказать, Да, он- таджикскому футболу. да, Да, в он Равшане здесь играл. в Равшане, да. Вот мы линию атаки вот как бы усилили за счет него. И у нас сейчас вот еще один легионер, как бы пока не буду говорить, но он вот уже на днях должен прилететь. Если вот после этого могу сказать, все мы укомплектовались, то он должен, игрок линии обороны, он должен присоединиться к нам.
Ну, дай бог, уже будем дальше показывать в деле, в основных матчах. Будем бороться. Самое главное, будем показывать качественный футбол. То есть, пока мы не начнем показывать качественный футбол, то есть наша как бы своя вот должна быть клубная философия, свой стиль игры, да, вот, и постепенно это будет вести к результату хорошему. Не все сразу. То есть Конечно. какому-то стилю игры, какому-то подчерку тренера нужны годы. За короткий срок мы постараемся обязательно. Но это будет тяжело, конечно, но будем стараться. Вот вы говорите качественный футбол. Что в вашем понятии вот качественный футбол? Вы знаете, я вот когда лигу наблюдал, здесь в основном больше команды, стиль игры подходит к силовому футболу, больше борьбы, больше единоборств, хорошие скоростя, хороший темп, зрелищный футбол. Но мало ли ряд таких команд, кто играет за счет контроля мяча, да, то есть прессинг, контрпрессинг, более креативность, то есть где-то взять игру на себя в третьей зоне с обыгрышем. Есть чуть-чуть, вот я заметил, даже в клубе ребята, они чуть-чуть, есть у них вот склонность к этому, но они этого не делают. То есть где-то может быть боязнь, нет уверенности. Ну, постепенно мы говорим, то есть нужно в третьей зоне, если есть момент, обыграть 1-1, в 2-2. Ну, сейчас посмотрите, вообще 1-1, в 2-2 в европейских вот, лиг, посмотрите, как, ну, можно сказать, во фланге тот же Кварацхелия, да, игрок ПСЖ, да, ну, это много, да, можно пересчитать. Почему бы и нет, то что хороший как бы игрок, имеющий хороший дриблинг, скорость, почему он не должен обыграть? Вся же зрелищность в этом футболе. Ну, мы им внедряем то, что надо. Вот от игры к игре один раз может не получится, два раза не получится. В линии нападения можно, а в линии защиты? Не, ну в линии защиты... Как говорится, техничный защитник это беда команды. Но, понимаете, да, это беда команды. Но если взять просто так, взять и вынести, да, если тебя никто не накрывает, ты просто вынес, ну ты борьбу и проиграл второй мяч, то есть на подборе проиграл, обратно получаешь атаку. Легче выходить, я думаю, через пас, дорожить мячом. Да, суть в этом. Больше придерживаетесь классического стиля 4-4-2 или... Ну, нет, сейчас... Вот нету такой стиля, да? У меня такого нету. То есть можно и сыграть 3-5-2, можно и сыграть 4-4-2. Все зависит от вашего материала. Что у вас там. Конечно. Да, у меня было бы хороших, кто где например, подходит. скажем, да, ну, 3 центральных защитников, которые могут с первым пасом владеть, и 2 крайних, которые у меня бегунки и очень Тем более, хорошие. смотря у вас какие задачи, да? Да, какие задачи. Плюс, конечно, все исходит, то, что у меня под рукой имеется, я, исходя от них, строю какую-либо игру. План на игру, конечно, да. Да, план, стратегия, ну, это уже, я бы сказал бы, как сезон начнется, постепенно будете оценивать, будем стараться к лучшему, но всегда надо быть готовым к худшему. Почему? Потому что соперник тоже к вам готовится. Да, конечно. Понимаете? И соперника надо уважать. Почему? Потому что у них там тоже опытные тренера, у них там опытные футболисты. Задачи свои. Задачи, да, со стороны клуба. Все хотят стать и чемпионами. заработать премию. Вот поэтому к уважению к любому сопернику будем готовиться к каждой игре, как на последний бой. А сезон для вас начинается с Худжандом, Вахшем, Регаром, Истихлолом, да? Это самые гранды наши. Ну, с одной стороны, это радует. Как бы я календарь посмотрел, да. Ну, что скажем, судьба так? Будем готовиться, будем готовиться. Как бы мы сначала будем думать о первом туре, то, что у нас с Хаджантом. Да. А все 3 тура еще подождут, потому что у нас накануне 1 числа, вы знаете, с Хаджантом. Вот мы с Хаджантом сыграем, потом будем думать дальше. Хорошо. Вы знаете, что у ЦСКА есть одна проблема? Сказали вам, нет? Хабир Давлет вам не рассказывал об этом? Ну, мы пока о проблеме не разговаривали. Тогда давайте я вам расскажу. Вот Давайте. ЦСКА
всегда стабильно начинает, а потом начинается чехарда. Ну, Вам это не рассказывали? ну, Всегда ну, так. не в виде проблемы, то есть как бы это уже как, не знаю, как стало обычай, да, каждый год идеально, Да. да, команда даже вот до моего визита буквально вот, два проигрыша, вот эти два проигрыша, турнирная таблица, они с первого места, да, вот Да, на да, да, да. четвертое, На да, четвертый. и в кубке неуспешно, вот, да. М, Не знаю, я думаю, с чем это связано, надо просто... Ломать надо будет. Не, Это ну, стереотип, наверное. может быть, но понимаете, все же зависит, во-первых, как... я не говорю, как те тренера, они действительно все стараются, потому что у них свой багаж, свой опыт. Это много критерий. Есть в критериях психологии, да, Мгм. вот. Есть именно как ты закладывал фундамент зимой в плане функционального подготовленности каждого футболиста, потому что было чуть заметно в последних играх именно Душанбе в физическом плане ребята после 65-й минуте, 70-й минуты уже последние 20 минут сил не Уставали, хватало. да? Да, Сильно, да? да, когда ты устаешь, у тебя свежести нет, вот, Конечно. да. И я Это бы, же физика. ну, это закладывается зимой. Да, конечно, да. Вот. Ты как заложил фундамент, Да, да, так и да. будешь получать плоды. Вас не настораживает, что вот за пару месяцев вы третий тренер, главный тренер ЦСКА? Вы знаете, это одна половина футбола. Наверное, вот я заметил, и у нас то же самое. В некоторых клубах за сезон 5 тренеров даже, да, меняют. То есть за весь сезон, да. Я это заметил. Есть где-то как бы... То есть вы это прошли уже Ну давно-давно? да, так суждено, это тренерская деятельность. Завтра, если все уперется в результат, у нас чего-то успешного не пойдет, уберут, я это буду, на это буду правильно смотреть. Потому что если это связано уже со стороны руководства с результатами, они сказать то, что я их не устраиваю, никаких проблем. Вы тренер, тренерская жизнь, увы, Это такова. тренерская жизнь, да. Да. Ну, это у нас вот в практике много тоже в Узбекистане, да. И вот я заметил у вас, но вы обратите внимание, вот даже того же Гвардиолу, когда пригласили в Манчестер Сити, у него не было достижений. Да. А руководство, оно умело ждать, терпеть, и он добился тех результатов, да, поставил свой почерк, поставил свою игру, выигрывать начали там, тут, титула завоевывать. Ну, я думаю, тоже, если дать шанс, каждый тренер, да, мог. Ну, я же говорю, не от одного главного тренера это все зависит. Мгм. Вот. И вот последний вопрос. Я всегда задаю этот вопрос своим гостям. Весь карт-бланш ваш? С руководителем Хабиром Давлатом договорились, и он очень в этом деле профессионал. Да. Он как бы все сказал. Вот эта часть твоя, то есть это укомплектование, селекция, тренировочный процесс, кто будет играть в составе, то это Не обсуждается. он сказал, вне в моем компетенции, ты сам решаешь. Все. А в плане вот финансов, в плане всех вот этих Организации организационных вообще. дел, это Ака Хабир, он в этом деле профессионал уже сколько лет в этом Да, клубе. да, да. И то, что даже вот с легионерами у нас идеально все это. Вот он говорит, кем мы можем усилиться, я ему даю варианты, он говорит, все, говорит, под твой стиль. И не только стиль, он должен прийти, его коллектив должен принять, потому что здесь Да, вот да, мне да, что да. понравилось, очень хороший коллектив и футболисты. Подбор футболистов, я бы так сказал, идеален в плане быту, общения, во всем. Ребята молодцы. Вот, Аура в команде. отлично. Да, Вот отлично. то, что до меня работал вот, тренерский коллектив, сколько вот я помню, вначале был испанец, потом Файзали Давлат. В плане именно они создали дружный коллектив. Вот, и те новые прибывшие ребята, им сейчас они очень идеально адаптировались, никаких сложностей в этом нету. И я думаю, дай бог, у нас до конца будет так с руководителем, потому что я это заметил. И при общении, в первый день, когда мы общались, мы уже определили то, что мои функции, а то, что руководители функции. Отлично. Я уверен, что у вас все с Кайхабиром
получится с новыми ребятами, легионерами. В общем, у ЦСКА все получится. Дай Бог, дай Бог, дай Бог. Вам удачи, Спасибо. успехов. Спасибо. Я думаю, что в конце сезона мы еще встретимся, обсудим, поговорим. Наверное, о вашем чемпионстве. Рахмати калон. دوستان از ارجمند یک صحبت داشتیم با سرمربی تازه تعیین دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش اوتابک غلامخوجاєв. با اون کس البته اظهار سپاس برای تشریفشان و در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.